О самых заметных событиях понедельника, 21 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Почти вдвое увеличит финансирование госпрограммы по сохранению и развитию языков в Якутии. О какой сумме идет речь? Поддержать не только делом, но и словом. Руководители общественных организаций в Якутске встретились с матерями мобилизованных якутян, что стало целью встреч. Первый форум под названием «Вместе» провели в Нерюнгри, посвятили мероприятие Дню города и Дню народного единства, что подготовили организаторы. Благодаря их работе держится все устройство государства, начиная от зарплаты, заканчивая безопасностью страны. 21 ноября – День налоговой службы. Расскажем о работе органов нашей республики. Чуть больше месяца осталось до самого волшебного праздника – Нового года. Стартовала ежегодная эстафета добрых дел «Елка добра». Почти вдвое увеличит финансирование госпрограммы по сохранению и развитию языков в Якутии. Если в последние 2 года на ее реализацию выделялось порядка 50 миллионов рублей ежегодно, то в следующем году сумма должна быть не менее 100 миллионов. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на расширенном совете по развитию языков. По словам главы, в целом языковая политика в Якутии реализуется последовательно и системно, но в условиях новых вызовов необходимо ставить новые задачи. Среди ключевых задач Айсен Николаев назвал развитие республиканской правовой базы в области языковой политики. Предложил под эгидой Совета провести детальный анализ и выработать рекомендации по их совершенствованию. Мы рассмотрели исполнение закона. Абсолютно все статьи мы обсудили, как бы исполняется и какие трудности есть в исполнении этих или иных статей. Закон охватывает достаточно широкий спектр. Это и в сфере информации, это и работа в образовательных учреждениях, это и работа учреждений культуры, социальной сферы, это и цифровизация и другие направления. А ведущие эксперты обсудят механизмы сохранения языков народов России на круглом столе «Цифровизация культурного и языкового наследия народов Арктики». Его проведут в рамках 4-го Северного форума по устойчивому развитию. Россия в плане сохранения культурного многообразия одна из передовых стран мира. У Якутии в этом отношении огромный опыт. Ведь 8 из 12 международных конференций, организованных ЮНЕСКО по проблемам сохранения языкового разнообразия, прошли у нас в Якутске, отметил глава региона Айсен Николаев. Круглый стол «Цифровизация культурного и языкового наследия народов Арктики» проведут 29 ноября в Северо-Восточном федеральном университете. Указом главы республики установлены единовременные выплаты для раненых военнослужащих и родственников погибших бойцов. Правительством предусмотрена выплата в размере 2-кратной величины прожиточного минимума при выезде одного члена семьи или близкого родственника к месту лечения раненого участника спецоперации и 1 000 000 рублей в случае гибели бойца. Военнослужащему предоставят 500 тысяч рублей в ситуации получения легкого увечья, 750 тысяч рублей при тяжелом ранении. Руководители общественных организаций в Якутске встретились с матерями мобилизованных якутян. Темой встречи стала передача книг со стихами народного писателя Якутии Семена Руфова родным военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. О том, как прошла встреча, расскажет Анна Пшенникова. Стихотворный сборник был издан наследниками творчества писателя на собственные средства и приурочен к 95-летию автора. Целью издания стала моральная поддержка земляков, принимающих участие в боевых действиях. Сюда вошли немногим более 20 стихотворений Семена Титовича Руфова, которые он написал в разные годы, когда он учился в Литинституте, да, и скучал по своей семье, по своим 3, потом 4 детям. Сюда зашел первый — это алгыс своему читателю, благопожелание, чтобы он не боялся ничего, был крепок и могуч. Здесь еще есть стихи о нашей республике, о нашей столице, городе Якутске. По задумке авторов проекта, карманная брошюра станет своеобразным талисманом для якутских бойцов. Ведь вместе с алгысом в ней аккумулирована энергия Родины и тепло пожеланий десятков тысяч земляков. Конечно, нужно. Это от своей родины идет по-якутски, ихними словами. Они почитают, успокоятся. Если у них там что-нибудь
случится, друг хотя бы почитает, успокоит этого воина, солдата. Ну, я думаю, это больше поможет. Книга со стихами о малой родине вышла тиражом 500 экземпляров. Каждый экземпляр найдет своего адресата. Часть книг будет роздана близким участников СВО, остальные брошюры отправятся в Москву, где в госпиталях будут поддерживать раненых бойцов. Ведь слова о мире и доме могут лечить не хуже бинтов и медикаментов. Мы все вместе, вот как в стихах Семена Руфова, конечно же, должны помнить о том, что только любовью, созидательной такой силой, энергией мы можем помочь нашим мужчинам. И безмерно любя, конечно же, мы должны показывать, что мы с ними, мы благодарим их за то, что они защищают нас. И это, конечно же, обязывает нас заботиться о своих детях, о тех, кто рядом с нами. Сегодня республика, так же как и другие регионы страны, объединилась в желании помочь своим солдатам любыми средствами, от теплых вещей до эмоциональной поддержки. Поэтому слова Татьяны Слепцовой-Руфовой, обращенные к людям искусства с призывом помочь бойцам своим творчеством, прозвучали своевременно и наверняка найдут отклик у других деятелей культуры. Анна Пшенникова, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. Более месяца назад в Якутске были выявлены положительные результаты анализов крови на бруцеллез у 5 хозяйских собак. В связи с этим по распоряжению Республиканского департамента ветеринарии в столице установили карантин. По результатам исследований 23 проб, проведенных 28 октября в Федеральном центре охраны здоровья животных, 14 оказались положительными, 8 анализов дали сомнительный результат. В одном случае заболевание не выявили. По сомнительным пробам планируют повторные исследования, которые, согласно правилам, берутся через 30 дней после первых. Что касается анализов на бруцеллез у крупного рогатого скота, то у домашних северных оленей зафиксировали 14 неблагополучных пунктов в 5 районах республики – Анабарском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском и Эвено-Бытантайском. У нас по республике, условно, у нас неблагополучный регион по бруцеллезу животных, наша республика. У нас действует 14 неблагополучных пунктов в 5 районах республики. По нему мы обследовали, и по итогам 9 месяцев мы выявили 5 положительных результатов. Но данные тоже выявленные больные животные, согласно правил, были произведены ветеринарно-санитарный убой. Возможность сделать перерасчет за коммунальную услугу, которой потребитель не пользовался, станет доступна с 1 марта следующего года. Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывают площадь жилых помещений. Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие, например, туристические путевки или авиабилеты, говорится в сообщении. Благодаря их работе держится все устройство государства, начиная от зарплаты, заканчивая безопасностью страны. 21 ноября – День налоговой службы. Как встречают свой профессиональный праздник в налоговой службе Якутии, узнала Галина Чекурова. Этот день был учрежден в 2000 году, спустя 10 лет после образования налоговых органов. За счет работы данного ведомства обеспечивается около 40% федерального бюджета и порядка 50% республиканского. Каждый год качество работы налоговой службы улучшается, из-за чего растет бюджет государства. За 10 месяцев с какими итогами мы подошли к нашей дате? Это мы собрали 350 миллиардов федеральный бюджет, 125 миллиардов поступило налогов и сборов в республиканский бюджет, больше 22 миллиардов – это налоговые поступления в бюджеты органов местного самоуправления. И если считать с социальными фондами, темп роста у нас по сравнению с прошлым годом возросло на 16%. Для упрощения подачи заявлений были внедрены интернет-технологии, благодаря которым гражданам не обязательно выходить из дома, и все можно сделать дистанционно. Из-за чего уменьшилось количество посетителей операционного зала для обслуживания почти в 2 раза. Так, если ранее в день было около 1500 посетителей, на данный момент их количество составляет около 800. Стоит отметить, что одним из актуальных налоговых деклараций является 3 НДФЛ, который также можно легко сдать, не выходя из дома.
В личном кабинете налогоплательщика это очень удобный наш интернет-сервис, где вы можете сдать налоговую декларацию 3 НДФЛ, то есть получить налоговые вычеты за покупку квартиры, за обучение, за лечение. То есть, если вы официально работаете, можете сдать декларацию 3 НДФЛ и получить вычет с государства. Вам особо ничего не надо заполнять. Вся информация, паспортные данные, ФИО, где вы работаете, все находится в личном кабинете. На протяжении 16 лет Мария Попова преданно служит в налоговой. В 2006 году, закончив институт, она решила пойти по стопам отца и устроилась на работу в ФНС. Свою карьеру она начала специалистом первого разряда в отделе информационных технологий. На протяжении 16 лет Мария работала в разных отделах налоговой службы и сейчас занимает должность начальника отдела контроля НДФЛ и страховых взносов. Благодаря своему труду в преддверии профессионального праздника Марию наградили почетной грамотой финансовой налоговой службы России. Ну, вначале-то я ничего не знала, можно сказать, да, пришла юной девочкой, да. Сейчас я считаю, что наша служба самая передовая, да, в ней аккумулируется очень много баз данных. Сейчас я службу свою люблю, рекомендую своим знакомым. Ну, мы работаем на благо государства, но и стараемся всегда помогать людям в первую очередь. Налоговая служба продолжает упрощать процесс подачи документов. Так, с 1 января 2023 года будет внедрен институт налогового счета, благодаря которому необходимо будет сдать только одно платежное поручение с 2 реквизитами вместо привычной кипы документов. Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Якутск. Учителя Якутска, подготовившие 100-бальников по ЕГЭ, получат 100 тысяч рублей. Премию главы столицы Евгения Григорьева начнут вручать по результатам единого госэкзамена со следующего года. Ее учредили с целью повышения престижа учительской профессии, стимулирования высоких достижений в профессиональной деятельности и поощрения учителей общеобразовательных учреждений. Напомним, по итогам прошедшего учебного года 100 баллов на ЕГЭ набрали 7 выпускников в Якутске. Ну а будущие специалисты по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, студенты Алданского политехникума приобщились к профессии. Они побывали на одном из месторождений компании «Селигдар». Экскурсия на производство дала ребятам возможность глубже познать суть получаемой профессии. Как добывают золото, узнала и Татьяна Вахнина. А сколько примерно в среднем золото добывают за смену? Ну, в среднем у нас по плану на сутки где-то около 8 килограмм. От руды до золота с процессом золотодобычи и с применяемыми в нем технологиями подробно ознакомились студенты-выпускники Алданского политехникума. Будущие специалисты по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей побывали на экскурсии на месторождении рябиновом компании «Селигдар». Экскурсия началась с посещения карьера. В «Селигдаре» можно работать, там, как сказать, условия нормальные, можно работать вахтовым методом. После посещения карьера ребята получили возможность рассмотреть конвейеры в деталях. В ремонтном цехе будущие специалисты увидели, как собираются установки. Запчасти для оборудования производятся здесь же. Кроме того, в цехе студенты получили представление о большегрузном транспорте, который сегодня используется в тяжелой промышленности. Понравилось то, что очень много техники, объяснили, как все работает и какие бывают грейдера, как на них работать, и объяснили, как ведется в Селигдаре работа. В завершении экскурсии студенты побывали на золотоизвлекательной фабрике Рябинового. 4-этажное здание включает в себя комплекс объектов, сооружений и технологических узлов. В добывающей отрасли Якутии мельничный комплекс с такими характеристиками является уникальным. Вся фабрика как на ладони. То есть руда с карьера пришла, вот она. На склад временного хранения положили, отсюда через дробилку прошла, вот конус дробленой руды. Затем проходит на измельчение в мельнице, где мы смотрели, видели, наверное, да? Отсюда более подробно, вот здесь мы были. Сотрудники горнодобывающего комплекса, выступавшие в качестве экскурсоводов, отметили живой интерес будущих специалистов, своих потенциальных коллег. На производство студенты политехникума выезжают регулярно. На таких экскурсиях ребята имеют возможность увидеть суть будущей профессии. Интерес к изучаемой специальности становится более глубоким. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Итоги летнего трудового сезона подвели студенческие отряды республики. О проделанной работе и своих успехах они рассказали на мероприятии, посвященном 55-летию студотрядов Якутии. В этом году работали больше 2500 студентов. При этом география работы строительных отрядов расширилась. Благодаря студентам во многих улусах республики построены и отремонтированы дома. Также студенческие рабочие силы привлекали на сезонных работах в сельском хозяйстве и рыболовецких заводах. Ежегодно отличившимся студентам вручают премию главы Якутии. Это считается признанием трудового вклада. Обладатели наград получили 100 000 рублей. Летом мы работали в количестве 6 бойцов в городе Анадыре. В самом городе находился завод. Мы там отработали, получается, 1 месяц с небольшим. Мы за это заработали 60 000 примерно, 60-65 кто-то. Работа заключалась в основном в переработке рыбы. Мы ее распотрошивали, либо мыли, потом замораживали, потом, получается, отбивали и уже готовую продукцию выпускали. Первый форум под названием «Вместе» провели в Нерюнгри, посвятили мероприятие Дню рождения города и Дню народного единства. Что подготовили организаторы для посетителей и участников, узнавал Иван Лазаренко. Молодежный форум «Вместе» собрал в Нерюнгринском ДК имени Пушкина школьные команды со всего города, а также некоммерческие организации, которые в рамках своей выставочной секции подготовили для команд познавательные презентации и задания на определенные темы. Данное конкретное мероприятие имеет целевую аудиторию. Это именно школьники от 14 до 18 лет. То есть те люди, которые, в принципе, не особо определили жизнь, а в свете текущих событий в России и мире, нам лучше, конечно, уделять большое внимание профилактике асоциальных явлений в обществе, потому что головы у нас подростков очень свеженькие, впитывают быстро нехорошую информацию, поэтому мы решили провести такое классное неформальное мероприятие. Разборка и сборка автомата, средства спасения и оказания первой медицинской помощи, правила безопасности и правильного подбора амуниции при управлении спортивным мотоциклом. Это и многое другое узнавали участники команд в ходе прохождения тематических секций, представленных на форуме. Первое наше задание – это практическая часть. У нас разыгрывается ситуационная задача. У нас пациент упал со 2-го этажа и сломал ногу. Задача – иммобилизировать конечность. И вторая задача – теоретическая часть, нужно ответить на 2 вопроса. Некоторые задания командам дались легко, над некоторыми пришлось изрядно постараться. Но в целом участники остались довольны проведенным мероприятием. Интересно было очень у казачества. Там они рассказывали, все очень красиво показывали, рассказывали. Сложнее всего было у медиков, у медицинского колледжа. Автоматы очень легко. Нам все показали, и с первого раза у всех все получилось. По итогам марафона победителями стали совсем юные представители Нерюнгринского городского казачьего общества. А в конкурсе социальной рекламы по профилактике экстремизма, терроризма и национализма в обществе лучшими стала команда «Фора» с видеороликом «Карандаши». Все мы разные, но хотим одного – жить в мире и согласии. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Новоиспеченные граждане России, прибывшие из Донбасса, узнали о работе Министерства внутренних дел по Якутии. Экскурсию по музею МВД в республике провел директор учреждения Александр Ярковой. В музее собраны уникальные коллекции документов, оружия, исторических фотографий. Также представлены вещественные доказательства по громким уголовным делам, раскрытым сотрудниками органов внутренних дел. Слушатели экскурсии выразили благодарность работникам музея и лично директору Александру Ивановичу Ярковому за возможность наглядно представить ежедневный, нелегкий и опасный труд сотрудников МВД. У нас ценные экспонаты – это документы. Это документы, фотографии. Я проводил экскурсию этим донецким людям и луганским. И поклонился им, что они столько терпят. 8 лет обстрелов, 8 лет их уничтожают. Мне очень тяжело это. Диктант Олонхо напишут 26 ноября в Национальной библиотеке республики. Принять участие в акции смогут все желающие. В этом году диктант посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и столетию якутской автономии. Всем участникам диктанта вручат сертификаты, а за лучшие работы присудят диплом отличника диктанта Олонхо.
Акция пройдет на якутском и русском языках. Диктант проведут в государственных и муниципальных учреждениях образования и культуры. В Национальной библиотеке акция стартует 26 ноября в 10:00. Напомним, впервые диктант Улунхо написали 3 года назад. Всего приняли участие более 9 тысяч якутян. Ну а чуть больше месяца осталось до самого волшебного праздника – Нового года. Традиционно в это время люди радуют друг друга подарками. Но есть и те, кто не может в полной мере насладиться радостью без посторонней помощи. Специально для них стартовала ежегодная эстафета добрых дел «Елка добра». Подробности в сюжете Валерии Наумовой. Благотворительная акция «Елка добра» стартовала в городе Якутске в декабре 2015 года. Инициатором является общественная организация «Город добра» и проводится совместно с окружной администрацией города Якутска. За эти годы, благодаря акции «Елки добра», якутяне исполнили желания многих воспитанников детских домов и коррекционных школ. 2019 года акция стала уже общереспубликанской, и за эти 6 лет исполнено очень много желаний наших маленьких друзей. Конечно, в этом году здесь будут принимать участие еще и подарки покупаться для детей мобилизованных и участников специальной военной операции. В прошлом году участники акции приобрели свыше 900 подарков для детей. «Елка добра» проводится не первый год и является наглядным примером социально ответственного бизнеса. Акция имеет большое значение, чтобы в предпраздничные дни мы подумали о тех, кто нуждается в нашей заботе и поддержке. В этом году в магазинах-партнерах у нас 3 магазина-партнера. Это Бубль-Гум на Кальвице, Бубль-Гум на Дзержинского, Амсай и Хозмаркет на Чернышевского. В этом году у нас также участвуют в акции 1050 детей и также дети мобилизованных 2000 детей. Каждый желающий может выбрать одну или несколько открыток с именем ребенка и приобрести для него новогодний подарок. После сбора подарков добровольцы развозят и раздают подарки адресатам. По условиям акции каждый участник может сфотографировать себя с купленным подарком, выложить фото в социальных сетях с хэштегом «Елка добра» и тем самым передать эстафету своим друзьям и близким, призвав участвовать в акции. Валерия Наумова, Лилия Уваровская, Илья Сыромятников, Якутск. И о спорте. Футбольная школа «Спартак Юниор» работает в Якутске с 2019 года. Это масштабный проект для подготовки профессиональных футболистов. Во всех школах применяют методику Академии футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова. Основная философия Академии – это дать право заниматься футболом каждому ребенку, независимо от его уровня подготовки. На сегодняшний день в школе занимаются более 150 юных футболистов. Спортсмены и тренерский состав регулярно повышают свой уровень и обмениваются опытом на выездных стажировках в Москве. Тренировки проходят в спорткомплексе «Дахсун» по аналогии с занятиями в академии. В школе у нас есть отделение мальчиков, юношей, отделение девочек, которое мы открыли с октября прошлого года. Также мы летом запустили проект молодежного футбола, где наши выпускники уже, которые закончили школу «Спартак Юниор», продолжают уже заниматься футболом уже в таком во взрослом, в студенческом возрасте. И самое главное, нас всех объединяет одно – это любовь к футболу, и мы играем, развиваем наш любимый вид спорта. Далее смотрите рубрику «Между тем». Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. Якутяне, проживающие в других городах России, создают сообщества и объединяются в группы, чтобы помогать бойцам, призванным из Якутии для участия в специальной военной операции. Деятельность волонтерских штабов разворачивается среди якутских землячеств в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Симферополе, Калининграде и других городах. Ряды добровольцев объединяют более сотни якутян, живущими за пределами республики. Организация «Волонтеры Саха» приняла решение помогать не только бойцам, но и их семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Средства на оказание помощи будут выделяться из собранных пожертвований. На днях получен первый гуманитарный груз из Екатеринбурга – 36 укомплектованных армейских тактических аптечек для первой помощи в боевых условиях.
Военная аптечка содержит все необходимое для оперативной помощи при осколочных и огнестрельных ранениях. Аптечки будут переданы военнослужащим, проходящим воинскую службу в Таманской и Кантемировской дивизиях, в военных частях Подмосковья. Ключевыми задачами волонтеров САХА является забота о раненых в военных госпиталях, организация посещений, сбор и вручение госпитальных наборов, приготовление еды, психологическое сопровождение бойцов. Волонтеры САХА работают в тесном взаимодействии с единым координационным центром, созданным по указу главы региона Айсена Николаева 14 октября этого года. Между тем, постоянное представительство Якутии по ДФО совместно с Министерством труда и социального развития республики ведет сверку списков мобилизованных земляков, зачисленных в воинские части Восточного военного округа. С начала объявления частичной мобилизации ведется работа над определением реальных потребностей военнослужащих. Сегодня характер запросов изменился, поэтому основной упор республика теперь делает на оснащение военнослужащих автотранспортом, дополнительными техническими средствами связи и наблюдения для успешного несения службы на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Всего доброго!